О башкирском волейболе поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя сегодняшнего. Это Валерий Багметов, президент волейбольной команды «Урал». Здравствуйте. Валерий Николаевич, очень рады вас видеть, потому что давно мы уже не слышали новостей именно из прямой речи, да, из ваших уст о волейбольном Урале. Поэтому очень рада вас здесь приветствовать, и я надеюсь, что вы нам расскажете очень много интересного, потому что интересно в волейбольном клубе происходит. Команда не так давно вернулась с предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, где прошел мемориал Платонова. Победителем турнира стал, конечно, питерский «Зенит», Урал стал третьим, но я не думаю, что это была вот какая-то основная задача стать победителем. Какая задача была и каковы итоги? Ну, как предсезонный турнир рассматривался как предсезонный, поэтому здесь была задача у всех команд не выиграть, а попробовать свои силы, опробовать определенные схемы рабочие, что мы, в общем-то, с удовольствием и сделали. Играли мы без иностранцев первые две игры, но вот ко второй игре у нас появился один из иностранцев. Это почему я о них говорю, потому что они являются основными игроками, ключевыми игроками команды. Вот. И нам удалось посмотреть в ходе этого турнира всех своих воспитанников, всех своих новых игроков, которые к нам пришли, попробовали каждого на своем месте, посмотрели возможности каждого из ребят. То есть вот такая задача была этого турнира. На турнире мы заняли третье место, проиграли Санкт-Петербургу и проиграли Ленобласти. Я еще раз говорю, что это не показатель, и целью выиграть что-то у нас не было. Мы все связи свои проверили. И я вот лично ездил на этот турнир, мне было полезно, и мы получили опыт и определенную удовлетворенность от проделанной работы. Какие выводы, что показал этот турнир? Поделитесь с нами. Вы знаете, мы в этом году пошли по пути омоложения команды, это раз. То, что у нас большое количество молодых игроков пришло, я считаю, что сегодня молодые, это не 19, 17, 20 лет, а молодые еще 24, 25, 26, это еще те ребята, у которых есть еще потенциал роста до примерно 28-29 лет. Поэтому мы вот набрали именно таких ребят, такого возраста, с определенным перспективным ростом. У каждого из них есть еще потенциал невыработанный. Здесь уже будет тренерская работа проявляться, как тренер будет работать с ними, так они и будут прибавлять. Ну вот, как бы этих ребят мы в деле и посмотрели. Довольны? Да, я доволен. Ну, наверное, в деле еще и посмотрели нового тренера, это Игорь Шулепов. Как он вам? Игорь Шулепов, это, не боюсь такого слова сказать, что он великий игрок, который был один из лучших игроков Советского Союза, России, заслуженный мастер спорта, входит в элиту наших игроков. Это таких знаменитых игроков вы, наверное, сами прекрасно знаете. Это Тетюхин, Шулепов и наш либеро Вербов. Вот это не мое мнение, это мнение специалистов, которые отмечают наиболее выдающихся игроков ближайших, допустим, 30-40 лет. Вот. Игорь входит в когорту этих игроков. Но я надеюсь, и мы с ним заключили договор, договорные отношения, я надеюсь, что он будет расти как тренер, как специалист, потому что он эрудированный, хочет учиться, постоянно недоволен своими какими-то решениями, то есть творческий человек. Мне импонирует его вот это отношение к работе, к делу, и я надеюсь, что он вырастет в большого знающего тренера. Тем более, что его уже желание, умение было замечено, и он был привлечен сегодня помощником главного тренера сборной России среди мужских команд. Я надеюсь, что у нас сложатся взаимоотношения, у нас, потому что очень четкие взаимопонимания волейбола, потому что Урал это и Свердловский, и Уфа это Урал, и система подготовки у нас примерно единая. Поэтому я думаю, что у нас взаимопонимание будет. Валерий Николаевич, вы уже говорили о том, что к команде присоединились легионеры. В этом межсезонье команда пополнилась двумя основными игроками, да, которые ключевые фигуры появились. Это Мачей Музай и Джон Гордон Перрин.
Вот что о них можете сказать? Вы знаете, мы пока еще с ними тесно не общаемся, они только прибыли. Но я могу одно сказать, что мнение всех специалистов, что это очень высокого уровня игроки. Музай в том году получил приз лучшего нападающего, то есть он был оценен как лучший нападающий чемпионата России. У него единственное, что какой недостаток был, который бы хотелось у него развить, это, хочется, чтобы он подавал более сложную подачу. А во всем остальном, на передней линии, в диагонали, это игрок экстра-класса. То же самое про канадца, я бы сказал, что это опытный игрок, ему 30 лет, он поиграл и в Бразилии, и в России, в Белгороде он играл. Очень, очень своеобразный, техничный и высококлассный тоже игрок. Поэтому мы надеемся, что с участием их в нашем проекте будет удачным. Хотелось бы на это надеяться. Как пандемия сказалась в целом на функционировании клуба? Потому что я знаю, когда вы пришли в клуб, вы сделали ставку на то, что главной целью, что вы создаете волейбольную систему, это не просто есть команда «Урал» и всеми правдами и неправдами, которая добивается каких-то высоких задач. Вы создаете систему в республике, где есть команда и высшей лиги, это Тархан Стерлитамакский, и Беркут и Урал, это уже молодежный коллектив. Вот пандемия и последствия не сказались на клубе? Абсолютно правы вы сказалось, потому что у нас была еще группа подготовки Затонская школа-интернат, которую мы вынуждены были в этом году закрыть, потому что непонятно, как будут обучение детей. Поэтому мы вынуждены были эту группу расформировать. Но это сильно не повлияет на нашу работу, потому что у нас такая связка, как молодежная лига. С молодежной лигой в этом году в Тархан ушло несколько человек, пополнили Тархан, и произошло у нас омоложение команды и молодежки, которая с 21 года, средний возраст стал 17 лет у ребят. И Тархан тоже была возрастная команда, которая, в общем-то, должна быть как фарм-клуб, готовить нам резерв в Суперлигу. Тоже на 4 года команда, и средний возраст стал 24 года. То есть там сейчас ребята омолодились. Вот. И мы надеемся, что и наших очень много пришло туда, воспитанников молодежной лиги. Мы надеемся, что на следующий год 2-3 человека появятся и в команде Суперлиги. Нам бы на это очень хотелось надеяться. Валерий Николаевич, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне? Мы еще, честно сказать, задачи такие не ставили. Не потому, что мы не знаем, какие мы задачи хотим. Безусловно, пришел тренер Шулепов, который сам вам пригласит и скажет, но это максималист, такой же, как и я. Мы с ним единого мнения, что надо чем выше, тем лучше. Задачи пока конкретной команде не ставятся, но я думаю, что мы должны постепенно, по ступенькам подниматься выше и выше. Но еще раз говорю, что во главу угла ставится отлаживание вот этой четкой системы взаимодействия молодежной лиги, высшей лиги А, преемственности передачи игроков с команды в команду, под четким контролем команды Суперлиги, главного тренера команды Суперлиги. То есть нам готовят тот резерв, который мы видим в команде Суперлиги, на то место, на которое видит главный тренер. Вот если мы вот этого добьемся, надо, конечно, еще 2-3 года для того, чтобы это произошло. То есть как конвейер работает, так у нас и должно быть все отлажено. Результат будет результат. Но задачи будем ставить чуть попозже. Вот сейчас начнем Кубок России, начнем первый этап чемпионата, и будет озвучена задача, которую мы реально поставим перед командой на этот сезон. Уже 25 лет, как Урал выступает в Суперлиге. Как-то это подстегивает, стимулирует, добавляет амбиций? Безусловно. 25 лет пребывания в Суперлиге – это уже четверть века. Четверть века. В 96 году команда вышла в Суперлигу, а вот уже 25 лет. Так быстро это время пролетело. У нас даже есть еще игроки, которые заходили в Суперлигу. Это Кузнецов Леня, который сегодня является капитаном команды. 25 лет – это юбилей. И мы бы хотели, чтобы в эту дату команда очень удачно выступила и порадовала своих зрителей красивой, хорошей игрой.
наша задача. 25 лет назад наверняка еще не думали о том, что будет Уфа принимать международные соревнования. А вот у нас уже и Лига наций должна состояться, и чемпионат мира. И, естественно, в свете сложившихся событий, складывающихся событий, волнует, примем ли мы эти соревнования, будет ли Лига наций, которую отменили в июне этого года. Вы знаете, на данный момент, что будет завтра, послезавтра, мы предугадать не можем, к сожалению. Карантин еще никто не снимал. Будут ли послабления, не будут, мы бы хотели на это надеяться. Но Лига наций, которая состоится на следующее лето, никто не отменялась. Она планируется проведение в Уфе женских команд, среди женских команд. И чемпионат мира в 2022 году пока никто не отменял в России. И один из городов, который принимает, это Уфа. Мы все-таки надеемся, что эти соревнования пройдут. И ведь мы все вот эти соревнования, они проходят для зрителей. И хотелось бы, чтобы заполняемость спорткомплексов была полная, и разрешение было, чтобы приходили все желающие посмотреть большой и красивый волейбол. Не могу не спросить и о центре, волейбольном центре. Как идет в этом направлении работа? Наша мечта, мы надеемся, она сбудется. Недавно беседовали с генеральным секретарем Федерации волейбола России, который к нам приезжал. Именно по этому вопросу была встреча у Ради Фаридовича, где мы услышали, что комплекс будет постепенно строиться. И все-таки надежда на то, что он появится, у нас она есть. И мы их очень хотим, потому что не только это для нас, этот комплекс, это концертно-волейбольный комплекс. То есть у нас не так много спортсооружений, где можно проводить любого уровня соревнования, начиная с городских, республиканских и заканчивая международных. Я думаю, что этот комплекс, он привнесет ощутимую в жизнь города и республику вклад по развитию физической культуры и спорта, в том числе волейбола. А как молодежная лига, которая у нас проводила, и Лига наций, и чемпионат мира, я думаю, будет и на этих соревнованиях аншлаг, как в позапрошлом и в прошлом году Лигу наций мы проводили здесь в Уфе. Зал Уфа-арены был полностью забит на наши игры, на игры нашей команды. Полностью зрители с большим, огромным удовольствием приезжали, смотрели, болели. И у нас еще зритель не так избалован зрелищными мероприятиями, что мы надеемся, что с появлением комплекса люди к нам будут ходить и будут болеть за команду. Пока есть какая-то информация о том, как будут проходить игры волейбольного чемпионата России, Кубка России, будут ли со зрителями? Безусловно, календарь есть. У нас уже Кубок России, мы, пользуясь случаем, приглашаем болельщиков посетить «Динамо». К сожалению, там вход ограничен будет количество. Мы просим 25%, чтобы заполняемость была. Поэтому приглашаем особо желающих посмотреть эти игры. Это будет проходить с 7 по 9 в Уфе, на стадионе «Динамо», в зале «Динамо». Участвуют команды Казань, Нижний Новгород, Оренбург и Уфа. Будет интересно. Валерий Николаевич, спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими планами, очень грандиозные, интересные планы. Как обычно, у вас очень масштабный проект. По-другому мы не можем. Хочется, чтобы наши болельщики, в конце концов, увидели рост, увидели своих воспитанников. Кстати, у нас в команде уже почти 50% своих воспитанников, доморощенных, которые воспитаны были на башкирском волейболе. Будем надеяться, что наши воспитанники в том числе будут вносить огромный вклад в результат нашей команды. Спасибо большое. А я напомню, сегодня в студии был Валерий Багметов, президент волейбольного клуба «Урал». Мы говорили о башкирском волейболе. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.